Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Здоровье-сберегающие технологии – это комплекс мер и подходов, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей, прежде всего детей в процессе обучения и воспитания. В Министерстве спорта Республики разрабатывается проект здоровье-сберегающих технологий с ведущими разработчиками России и международных площадках. Наша гостья в студии сегодня Виктория Аршинова, профессор Московского государственного университета, доктор психологических наук. Виктория Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о делах насущных. Я знаю, что вы не в первый раз в Якутске. Что нового привезли в этот раз? В этот раз мы привезли свою программу, и она лежит передо мной. Так. Ее можно продемонстрировать. И она говорит о том, что сегодня существует современные модели формирования ценностей духовно-нравственных, российских, которые указаны в указе, у нас утверждены указом президента 809. И благодаря этому указу наши ценности государства, собранные в единое, так сказать, пространство, и работая над ними, работаем мы уже с ними 4-й год, мы можем сказать, что наш подход дает очень высокий творческий потенциал, и поэтому к нам обратились, нас нашли, и к нам обратились ваш институт культуры, АГИКи. И надо заметить, что сегодня мы, как представители Координационного совета, комиссии по ЗОЖ при администрации, при Общественной палате Российской Федерации, которую возглавляет Ирина Александровна Виннер, да, дело в том, что именно оттуда началась наша история с ценностями, которую мы внедрили вначале в университет Лесговта. И вот этот документ с Лесговта, и сейчас мы разрабатываем с вашими коллегами документ, в смысле наши методические рекомендации для непосредственно уже творческих институтов, потому что работа с ценностями, каждый человек перед ценностями равен, я бы так сказала. Да. Размытое понятие у ценностей одним словом можно как-то... Да, это глубинные убеждения, которые затрагивают вашу личность, ваши эмоции, ваше пространство, которое вы занимаете, и, естественно, ощущение, что вы правы и идете верным путем в жизни. Ценности, насколько я понимаю, тогда могут быть не постоянные, не аксиомы, они могут меняться от возраста к возрасту. Они меняются от возраста к возрасту, с поколения в поколение, они меняются территориально немного, но это та особенность. А есть традиционные ценности, которые мы несем с других поколений, и нередко, что эти ценности были и в прошлом, и в настоящем, и есть в сегодняшнем. Но они также актуальны. Вот давайте тогда про традиционные ценности, в частности, северян. Есть ли у северной жизни свой особенный ритм, что сохранилось, что, возможно, мы потеряли? Да. К счастью или к сожалению? Да, на сегодняшний день мы сделали исследования по семьям различных народов и ценности. Смотрели, какая семья больше ценностей, прилагает усилия к тем или иным ценностям. По народам нашего российского государства, в том числе посмотрели и семья якутян, да, если так можно сказать. И надо заметить, что в первую очередь у якутов выступает это народ, ценность народа, семьи. И очень важно то, что большой ценностью выступает земля. Вообще земля как ценность, как территория, на которой проживает народ, он характерен для севера. И сегодня, когда имеется климатическая проблема таяния, да, вечной мерзлоты, и земля покрывается водой, то есть исчезает, становится серьезным таким фактором, который разрушает психическое здоровье северян. И сегодня ведется большая работа во многих странах. Давайте еще немножко про особый ритм северной жизни поговорим. Больше хочу, наверное, поговорить про детей. Знаю, что сегодня очень много ходит перетолков по поводу научной точки зрения переноса влево или вправо, если так можно говорить, сроков начала учебного года, особенно это актуально и для наших климатических условиях. Вот что говорит наука? Есть ли необходимость, обоснованность, насколько это будет уместно? Потому что, бывает, допустим, январь, февраль, у нас бывают очень сильные морозы, дети могут, в принципе, 2 месяца дистанционно учиться. В дистанционном обучении нет ничего страшного, оно, конечно, новое для нас, но мы видим в том, что здесь очень важно выстроить смену дистанционного обучения и физической активности. Это не только проблема нашего государства или наших северов, это проблема многих стран, которых касается север, и они принимают специальные программы, специальные требования для детей севера, которые не могут долго находиться в пассивном состоянии. И вот эта активность, которую прививают, за которой смотрят и за которой
которые отвечают сами образовательные учреждения и отвечает целая система образования, сейчас находит все больше и больше оборотов. Потому что, естественно, гаджеты привели к тому, что, ну и онлайн-образование привели к тому, что пассивность это, к сожалению, нарастает. То есть единого мнения среди ученых с точки зрения того, насколько это актуально для сбережения здоровья, пока... Нет, оно обязательно, но именно для севера. Каждые 2 часа ребенок должен быть более активным. Если мы на юге этого не так замечаем, потому что он активен больше по сравнению с северным народом, то в севере это просто крайне важно. И сегодня важно выстраивать, когда он активен, в смысле, когда мы его нагружаем отдыхом, когда активностью. То есть она стала занимать первое место. Прям по часам? Да, по часам. Ничего себе. Да. А вот, допустим, в какое время лучше ребенка тогда нагружать физической активностью? Все, давай телефон, вставай, иди делай зарядку. Здесь важно смотреть, сколько времени человек, ну, в данном случае ребенок отдыхал, то есть находился в пассивном состоянии, назовем, не в активном. Ну, есть дети, которые рано встают, да, есть дети, которые подольше там спят, но мы точно знаем, что они в это время уже отдыхали. И 2 часа активности должна быть, например, перед тем, как он сядет за занятия. Если он позанимался на 2 часа, значит, у нас должно быть обязательно перерыв на физическую активность. И вот там, например, для северов это прямо 1 к 1. То есть сколько вы загрузили, но считается не больше 2 часов. Соответственно, 2 часа он должен быть активен. Причем, я насколько понимаю, виды, формы активности, ну... Да, это совершенно разные. Да. Главное, чтобы он был подвижен, чтобы мышцы начинали работать, и, соответственно, дыхательная система начинала воспринимать больше кислорода, и была больше нагрузка на костный аппарат, костную мышцу. Виктория Викторовна, давайте еще немножко поговорим про темп жизни на севере. Попробуем развенчать определенные утверждения. 1969 год. Экспедиция на Северный полюс обнаружила липидно-белковый обмен веществ у северян. Отсюда, я насколько понимаю, есть рекомендации врачей не злоупотреблять с жирным в пище. Насколько это... Вы знаете, здесь вопрос, чей жир. Если жир у нас животный, рыбы, наверное. Да, но я хочу сказать, если жир рыбы, жир оленя, жир, скажем, такой более жидкий, да, то он, наоборот, полезен. Главная наша проблема – это соединение жира с углеводами. Как только мы их соединяем, у нас жир, мягко говоря, повисает, он становится более твердым и повисает в организме. Ну, я так бы сказала в кавычках. А в данном случае у нас вот эта невыровненность, то есть стало больше углеводов, которые не приняты на севере. И уменьшение углеводистой пищи, да, соответственно, углеводной, извините, пищи, соответственно, превалирование мясной, жирной пищи будет в пользу. Но только жир, опять повторяю, не свиньи, там, не говяжий, а именно оленя, тюленя, вот, рыбы, то есть жидкие так называемые жиры. Так, перенося на наши бытовые реалии, убираем макароны, ну, сокращаем макароны, макароны, добавляем... пельмени. Ну, пельмени, это, конечно, Да. Ну, ладно. Они хороши, но только, опять еще раз хочу сказать, если вы хотите сделать пельмени, сделайте много начинки и мало теста. Хорошо. Еще один миф о северянах связан с употреблением алкоголя. Якобы резистентность меньше. То есть, ну, грубо говоря, быстрее пьянеют. Насколько с точки зрения медицины вообще... Абсолютно верно. Сегодня замечено, что увеличение температуры в сторону мороза, то есть усиление морозов на 10 градусов заставляет пьянеть в 2 раза больше. То есть если человек выпил бы при обычной, ну, скажем, 20 градусов температуры, он бы опьянел до уровня легкого опьянения, то при минусе он, соответственно, уже может уйти даже в среднюю степень опьянения. Поэтому каждые 10, еще раз, минус 10 градусов увеличивает, ну, скажем, слово крепость алкоголя, да, почти в 2 раза. А вот всякие перетолки насчет того, что нет гена расщепления алкоголя, поэтому пьянеет быстрее. Это тоже существует, это генетически определено, и северные народы действительно подвержены большему разрушению. И на сегодняшний день, я опять вернусь к опыту других стран, это не только наша проблема, которые для северян приняли специальные законы, запрещающие алкоголь, запрещающие в распитие и запрещающие привоз туда алкоголя. Кто бы там ни работал, то есть оно запрещено просто. А у нас, к сожалению, этого нет. Ну, будем надеяться, что в скором времени появится. Виктория Викторовна, давайте вернемся к здоровьесберегающим технологиям, коль сколько мы эту тему с питанием ведем. Насколько тема актуальна для нашей страны в целом? Казалось бы, 25-й год, 21 век, уже все знают о правильном питании, КБЖУ и прочем. Вот, ну, что еще мы не сказали? Вы знаете, в первую очередь мне хотелось бы сказать, что раньше мы к этому вопросу относились с позиции болезни. Вот заболел человек, ах, ты заболел, вот давай веди здоровый образ жизни.
то сегодня мы поменяли эту точку зрения. Мы изначально говорим, что нам необходим здоровая жизнь, чтобы жить долго, да, так называемое здоровое долголетие. Вот на сегодняшний день уже объявлено, что мы все-таки проживем 150 лет. И 20 лет назад я говорил студентам о том, что они будут жить уже 150 лет, и это будет естественная длительность дожития. Это наше поколение или следующее? Да, ваше, уже ваше поколение. Ну, А уже не сомневаюсь. про нас говорят, что мы, то есть 120 лет уже для Израиля норма доживания, а соответственно для нас мы еще как бы до 100 еще как-то не добились. ВОЗ, я хочу сказать, буквально 20 лет назад сообщил, что среднее дожитие Земли должно быть 100 лет, 20 лет назад, а сейчас уже сказали о 150. И о 150 годам говорят наши первые лица. А соответственно технологии, я просто хочу сказать, что технологии сегодня позволяют действительно доживать до этого возраста. Но если мы с вами, заправляя машину, знаем, что мы доедем с Якутска до, скажем, Владивостока, а если мы считаем, что мы будем ехать в Владивосток, а заправим себе намного меньше, 2 раза меньше топлива, то, соответственно, остальное мы будем либо толкать машину, да, либо садиться в другую машину. Но это не всегда бывает, да, пересадка Чувствую, органов. что у больших, конечно, будет толкать. Да, больше будет толкать. Да. Соответственно, сегодня уже другой подход. То есть изначально мы должны запастись энергией, прожить 150 лет. То есть, условно говоря, здоровье сберегающие технологии наш ключ к тому, чтобы до 150 в том числе... Здоровое долголетие, чтобы мы, прожить. даже если уходили из жизни, были бы в своем сознании и, соответственно, сами могли себя обслужить. Давайте еще поговорим работать. немножко о просвещении, о функционировании организма человека до клеточного уровня. Как его внедрить и почему так много говорят сегодня о клетках? О клетках. Дело в том, что клетка обладает некой универсальностью. Клетка моя и клетка ваша, они, конечно, различаются, но в целом там есть часть их структурных соединений, которые нам с вами подходят. Ну, так называемые митохондрии, например, да, они не имеют специфики, квалификации, там, скажем, или ядерные какие-то составные части. Но в любом случае эти так называемые субстраты клеточные сегодня оказались большим ресурсом для восстановления. Впервые это, как ни странно, узнали люди, занимающиеся именно пересадкой органов, да, и пришли к этому, увидели, что это работает. Потом это взяли на вооружение спортсмены, но сегодня это объявили допингом. И тем не менее клеточные, так называемые субстрации все больше и больше входят в наш арсенал здоровья. Потому что он помогает нам собраться силами, выглядеть хорошо и прекрасно, как вы, Петр. Также замечательно работать, да, и чтобы работа не разрушала вас. Да. Ну вот, это, наверное, ключевое здесь из энергосберегающих, здоровьесберегающих факторов. Виктория Викторовна, в заключение. Есть ли какой-то плацебо, универсальный совет для всех, как вот сегодня, на данном этапе, продлить свою жизнь, ну, хотя бы до 100? Так. Первое, мне хотелось бы сразу обратиться ко всем и сказать о том, чтобы мы радовались. Радость в жизни, они могут быть от всего. От самого малого, от самого элементарного, как я говорю. Вот посмотрим мы на листочек. Да? Вот листок создал Господь. И вы знаете, очень много технологий. Много чего может человек. Но ни один человек не создал листочек. Вот. Хотя они каждый год меняются, новые нарастают. И, в общем-то, их целые, как говорится, миллиарды. И каждый раз пусть этот листочек вас радует, глядя на него, и это продлит нам жизнь. Потому что именно радость, именно счастье, как говорил Эрисман Федор Федорович, наш гигиенист социальный, еще с прошлого, позапрошлого 19 века, что здоровье – это счастье. А счастье – это здоровье. Что называется, эндорфин еще никому не вредил. Не вредил. Виктория Викторовна, спасибо вам за Спасибо вам. интересную беседу. Будем надеяться, что и вашими усилиями, и усилиями специалистов все-таки мы будем все больше и больше стремиться к 150 Спасибо годам. вам большое. Да. Благодарю вас за интересное интервью. Это было актуальное интервью. До встречи.